Конечно, мама учила. Девочек, я думаю, в татарских семьях, ну, собственно говоря, в любой семье учат мамы. Я, по правде сказать, не очень сильно это дело любила, готовить там и так далее. Меня какие-то общественные дела привлекали больше. Да, общественные все-таки. К сожалению, к сожалению. Но, тем не менее, мама мне говорила: «Шлаганның миңа булса, пиранганның үзеңә булыр». То, что ты делаешь, это для меня, для нашей семьи. Но то, что ты научишься, чему ты научишься, это на всю жизнь останется с тобой. Это действительно так. Это вот золотые, умные, мудрые слова. Но я еще могу похвастаться тем, что в молодые годы, когда я работала в газете «Комсомольцы Татария», очень часто проводились конкурсы кулинарного мастерства. И вот на одном из таких конкурсов я познакомилась с Юнусом Ахмедяновичем Ахмедяновым. А, вы были знакомы? Я была с ним знакома, конечно, не близко, но осталось впечатление о нем о каком-то лучезарном человеке, очень добрым, открытым. Тогда же общество еще довольно закрытое было, и вот таких вот свободных людей, ни от чего, ни от кого не зависящих людей было не так много, все были довольно зажатые. Как вы считаете, в чем основная особенность татарской кухни? Что в ней? Я думаю, что главная особенность татарской кухни – то, что она очень вкусная. Да. И удержаться невозможно. Да. Когда что-то приготовлено настоящими мастерами татарской кухни, на самом деле это объедение просто. Вот здесь мы тоже должны поднять, потому что мы должны сохранить, сделать сосуд такой, в котором будет гусь запекаться. И, как в ванночке. Как в ванночке, как в корыце, чтобы он у нас не протек. Сейчас мы его так сделаем, закрепим, чтобы он у нас не протекал. И в то же время вот особо сильно не заминайте, потому что мы будем его открывать. Когда пропечем одну сторону, мы его откроем. Посмотрим на него. Сольем жир и перевернем. Но мы с вами отлично справились с этим делом. Никаких дырочек у нас нет. И гусь готов к тому, чтобы отправиться в духовку. Он будет долго у нас печься. Да. Час. Одна сторона, потом мы откроем, сольем масло, перевернем. И еще час будем допекать, чтобы он со всех сторон равномерно пропекся. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту. И, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Ринат Лазнать, вот пока у нас гусь выпекается... Нам выдалась свободная минуточка. Да, выдалась свободная минуточка. Можно задать вам один личный вопрос? Ну, смотри, какой, давайте. Вы КТК хотите? Давайте. Специально для вас. Вообще, гусю тоже хорошо катык. Да. Но это тоже составная часть татарской кухни, катык, кисломолочная продукция. У нас она, в общем-то, распространена и употребляется, по-моему, с большим удовольствием. Тут же Юнус Ахмедянов говорил, что с катыком... Да, надо сдабривать жирную пищу кисломолочной продукцией. Давайте попробуем. Да. Продукция Моленко считается одной из самых лучших у нас в стране. У меня бабушка ставила вот в погреб катык, и он у нее стоял там, долгое время, как-то хранился, и вот такой же точно был вот... Консистенция? Да, консистенция. Он, настоящий катык, он не льется вообще-то, не должен литься, он должен вот так вот, чтобы... Ложка стояла. Ложка стояла, может быть, не совсем правильно, но во всяком случае он такой структурный должен быть. Да, очень вкусно. Спасибо. Чудо. Как вы считаете, почему, скажем так, при той распространенности татарского народа по всему там шару земному, включая, значит, естественно, Россию, почему так мало ресторанов татарской кухни? Есть всякой другой, но нет нашей. Иногда вот хочется ведь заниматься не своим делом. Иногда хочется открыть маленький ресторанчик татарской кухни, видя, что у нас нигде его нет. Да. Но я не ресторатор и не такой уж кулинар. Может быть, потому что мы очень много готовим татарскую кухню дома. Если бы вот Юнус Ахмедянов жил сегодня, а не в те годы советские, я думаю, что он бы поставил на ноги эту нашу татарскую кухню сегодня. Наверное, нет человека, вот, лидера, который бы мог это возглавить и поднять. Потому что
На самом деле, у нас не сказать, что совсем уж нет. Есть дом татарской кулинарии, есть кафе, где готовят татарские блюда, есть туанавлы, там тоже чисто татарская кухня. Но вот на какой-то ее поднять уровень, может быть, даже фастфуда, может быть, треугольники же можно сделать, и будут не меньше, чем бигмаки эти пользоваться спросом, я думаю. Но, к сожалению, вот почему-то этого нет. Может быть, со стороны государства тоже нужно какое-то создание условий для того, чтобы возвести это в ранг такой высокой политики и распространять ее, потому что это же и наша культура, это рассказ о нашем народе, о его традициях. Смотрим. Так, пришло время. Главное, что прошло время. Мы должны его уже брать. Брать? Брать, хватать и раздевать. Мусик. Готов и мусик, раздевать. как говорил известный герой. Надо найти, вот его начало было здесь. Есть. Ой, вот я говорила о том, что он молодой гусь. Молодой да ранний. Молодой да ранний, поэтому мы немножко чуть-чуть передержали все-таки. Да? Мы так интересно с вами разговаривали, что гусь немножко нас не дождался, у него стала слезать кожица. Приготовить гуся, Посмотрите. это еще не значит его съесть. Да? Потому что вот сейчас начинается тоже ответственный период, такой ответственный этап разделки гуся. И вот на том празднике, о котором я говорила, это тоже доверяется самым умелым хозяйкам. Когда выносят гуся, первым делом, нам тарелочки нужно будет, Валер, первым делом отрезается гуска. И вот в некоторых районах есть такая традиция, значит, вот отрезают гуску, но это очень горячо пока. Может быть, даже нам придется чуть-чуть подержать, когда он остынет. Так. Вот. И преподносится хозяину. Спасибо. Сейчас мы извлечем из гуся содержимое. Вот яблоки пропеклись, они впитали жир, и это тоже потом будем украшать блюдо. И поедается вместе с гусем. Хорошо. Теперь эту красоту надо разделать. Нужно разрезать по косточкам, потому что если мы пойдем не по косточкам, это хороший ножик, острый, то у нас будут... Цептор говорил, что острый. Да. Не примените про них упомянуть. Да. Значит, вот так мы берем. Так, все. Так, это вот у нас первый гигантский кусочек. Если он крупный, вот здесь еще есть одно коленце, его можно вот здесь вот тоже найти где и сделать его напополам. Ну, пусть он у нас будет такой крупный. Ну, в общем, дальше ситуация такая. Отрезаются крылышки, потом... Поворачивается. Нет, не будем поворачиваться. Значит, потом он разрезается вот так. Здесь хребет такой, да? Грудинка. Вот он разрезается с этой стороны, режется, и с этой стороны тоже так же режется. Так. И он, получается, как бы распадается на две половины. Но дальше уже дальше моего ума и мастерства на это не хватит. Потом просто туда ныряется, и там все это ест. А можно просто рвать руками, это тоже будет нормально. Выпотрошенную тушку гуся опалить и замочить в холодной соленой воде на сутки. После вымачивания мясо становится не только нежным и мягким, но и равномерно просоленным. Перед выпеканием вынуть гуся из воды и обсушить. Начинить тушку очищенными и нарезанными на половинки яблоками и черносливом. Зашить, связать ножки и крылья, завернуть в фольгу и поставить в духовку, разогретую до 220 градусов Цельсия. Через час достать, слить излишки вытопившегося жира, перевернуть и поставить в духовку еще на 40-50 минут, убавив температуру до 180-200 градусов Цельсия. Обычно после вымачивания гусь готов через 1,5-2 часа. Ну вот гусь готов. Так. Наверное, мы его можем попробовать. По-моему, нормально. Вот то, что я говорила, он взял соли, столько ему было надо. Он впитал аромат яблока и чернослива. Получился неплохой гусь. Единственное, что мы его чуть-чуть передержали. Да? Я не заметил. Гусь получился... Во рту тает. Во рту тает? Да. Мало того, у меня сложилось такое устойчивое впечатление, что он не зря сложил свою голову-то. Я хочу подарить вашей передаче маленький подарочек. Я его принесла с собой. Да? Это такая медаль с изображением Государственного совета Республики Татарстан. Спасибо.
Это памятная медаль, это не награда. Но я думаю, что вы можете ее расценить как награду вашей замечательной передачи за сохранение наших традиций и секретов татарской кухни. Большое спасибо. Римма Атласовна, у нас для вас тоже есть подарок. Не скажу, что может быть такой же символичный, но зато очень полезный. Холодильник Позис. Кстати, это не просто холодильник, а холодильник из новой линии холодильников, который называется Compact Line. Этот холодильник, что называется, внутри больше, чем снаружи. Спасибо большое. Но я, знаете, что хочу сказать? Депутаты Госсовета закреплены за социальными учреждениями, домами престарелых, а вот за мной интернат в селе Новые Чурилины. С вашего позволения, своим дорогим подшефным новочурилинцам я хочу передать это в дар. Конечно. Если вы не будете возражать. Спасибо большое. Спасибо большое, я не ожидала. Итак, нам остается только напомнить, что у нас в гостях была Римма Ратникова, заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан и председатель Союза журналистов Татарстана. Спасибо вам большое. Моленка на столе – забота о семье. Премьера лета на ТНВ. Кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Вкусно готовим, с удовольствием едим. Беккены от певицы, заслуженной артистки Республики Татарстан Резиды Шарафиевой. Программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс рецептов. Вы владеете оригинальным рецептом приготовления традиционных татарских блюд? Поделитесь им с нами. Присылайте ваши рецепты на электронную почту. И, возможно, следующая наша программа будет создана именно по вашему рецепту. Подробную информацию вы найдете на сайте телерадиокомпании «Новый век» и сервере tatarlar.ru. Бытовая техника Позис. Стремление жить достойно, комфортно, радостно. Позис – техника добрых традиций.